В эфире новости спорта. С вами Ольга Башук. Здравствуйте. Один из самых драматичных моментов чемпионата мира по хоккею. Канада ушла от поражения в четвертьфинале за 0,4 секунды до сирены. Шайба вползла в ворота после броска Дэймона Сиверсона. Судьям пришлось посмотреть видео, чтобы убедиться в чистоте гола. Счет со сборной Швейцарии стал равным 2-2. Канадцы перевели игру в овертайм, где гол Арка Стоуна вывел канадцев в полуфинал. Он состоится 25 мая, где соперником Канады выступит сборная Чехии. Сборная России одержала победу над командой США в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу россиян. В составе победителей отличились Никита Гусев, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. У американцев шайбы забросили Брэди Шей, Ноа Хеннифин и Алекс Дебринкет. В полуфинале сборная России встретится со сборной Финляндии. Матч пройдет 25 мая в Братиславе. Международная федерация футбола ФИФА объявила о своем решении не менять количество участников чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Таким образом, в Мундиале примут участие 32 команды, а не 48, как планировали ранее. В сообщении пресс-службы ФИФА говорится, что это решение было принято по итогам тщательного и всестороннего обсуждения, в котором участвовали представители Совета Федерации и Катарского оргкомитета. Тем временем Мирнинский «Алмаз» вышел в финал чемпионата России по мини-футболу. В ответном матче второго тура регулярного чемпионата якутяне со счетом 5-2 обыграли сургутскую команду «Нефтяник Блик-Д». В первой встрече «Алмаз Алроса» также одержал победу со счетом 6-2. До этого мирнинцы в двух матчах уверенно переиграли екатеринбургский «ЗИК» 9-2 и 2-2. В решающих поединках плей-офф чемпионата России высшей лиги «Алмазники» встретятся с корпорацией «Оси». Игры состоятся 25 и 28 мая. По жребию первая встреча пройдет на домашней арене «Алмаза», которая является площадка в подмосковном Троицке. Пожать руку кумиру и узнать фирменные приемы вольной борьбы. Юные спортсмены Мирного не упустили шанс, который им предоставил фестиваль настроения. 2 дня они провели рядом с лучшими борцами страны. Подробности у Марии Урцевой. На этом борцовском татами необычное состязание. Царит совсем другое настроение. Настроение фестиваля «Алроса». С ребятами поделились своими знаниями и опытом титулованные вольные борцы Александр Богомоев и Валерия Лозинская. Мельница, кочерга, бычок – так называют сами борцы приемы вольной борьбы. Как правильно и эффективно их применять, ребятам показывали на практике. Держим одной рукой кисть, а второй рукой мы берем за плечо. То есть мы не вот так обнимаемся, а вот так я его беру. И шагаю за него, и падаю. Участниками стали воспитанники секций дзюдо, тэквондо, по вольной борьбе и другие. Минимум теории и больше практики. По такому принципу прошел мастер-класс. Спарринг-партнерами ребят мог стать любой, как чемпион, так и другой участник. Поучиться у именитых борцов и освоить пару приемов решила и я. Вот смотрите, раз, эта рука здесь идет, эту руку поставили простенько, это здесь на коленки стали и бросили. Оп. Вы не переживайте. На мастер-классах было не так много девочек, но они не отставали от мальчишек. У девочек тоже, можно сказать, что есть заинтересованность к этому, по типу, почему мальчикам можно, а нам нельзя этим заниматься, и мы захотели этим заниматься, и все. Ну и тем более можно дать и отпор, да? Да, можно дать отпор, если какие-нибудь хулиганы или бандиты. Валерия Лозинская тоже считает, что вольная борьба не только мужской вид спорта. По ее словам, он подойдет всем. Не сказать, что такой такой мужской только, потому что здесь и гибкость, и ловкость. То есть у девушек тоже это все развито. И как бы я считаю, что это не совсем мужской вид спорта, он общий. После окончания мастер-классов дети не расходились. Все хотели получить автограф и сделать фотографию с титулованными борцами. Понравилось тебе? Да. Что больше всего понравилось? Приседать. Помогают. Они наши кумиры, и многие хотят равняться на них. По словам ребят, они планируют применить новые знания на ближайших турнирах и соревнованиях. А фестиваль настроения продолжится уже в столице нашей республики 25 и 26 мая. Мария Урцева, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».
Паралегкоатлеты из Якутии добились успеха на первенстве России. В соревнованиях, которые проходили в Чебоксарах, приняли участие более 127 спортсменов из 34 регионов страны. Сборная республики выиграла 15 медалей, 6 золотых, 6 серебряных и 3 награды бронзового отлива. Отличный результат показал спортсмен из Мегино-Кангаласского улуса Никифор Анисимов, который стал чемпионом в метании диска и в смешанной эстафете 4 на 100. Он также стал вторым в забеге на 200 метров, третьим в 100-метровке и еще одну бронзу взял в секторе толкания ядра. Усть-Алданец Саргалан Семенов стал победителем в тройном прыжке, а также выиграл 4 серебряные медали в беге на 100 и 200 метров, в прыжках в длину и в мужской эстафете 4 на 100. Еще 2 золотые медали в копилку сборной Якутии принес Илья Павлов, который стал чемпионом в забеге на 400 метров и эстафете 4 на 400. Воспитанник училища Олимпийского резерва Аял Сивцев стал победителем в метании копья и взял серебро в толкании ядра. Еще одна медаль у Дмитрия Усова на дистанции 5000 метров. А это были новости спорта. До встречи в эфире.